Прежде чем начать нашу лекцию, мы хотели узнать, есть ли кто-нибудь из присутствующих, кто пришел на такую программу первый раз. Поднимите, пожалуйста, руки. Добро пожаловать. Надеемся, что вы извлечете что-то полезное из вашего посещения этой программы сегодня. Today I'm going to continue reading from Teachings of Queen Kunti. Сегодня мы продолжим чтение книги, которая называется «Молитва царицы Кунти». I've been speaking this for the last few months. Я уже несколько месяцев подряд читаю лекции по этой книге. And I'd like to continue reading from it. И хотел бы продолжить чтение этой книги. Wherever I've been visiting over the course of the last few months, I usually give an introduction as to why I have a particular attraction for this book. И куда бы я ни приезжал на протяжении последних месяцев, я каждую лекцию начинаю со слов, которые объясняют, почему у меня есть особая тяга именно к этой книге. And many of you may have heard me speak about this before, but for the benefit of those who haven't heard, I'd like to speak a little bit about it again before I begin reading. И многие из вас наверняка уже слышали мой рассказ, но ради тех, кто его, может быть, не слышал, я хотел бы все-таки предварить свою лекцию этим небольшим видением. This book is a compilation of lectures that were given by Srila Prabhupada in the early part of 1973. Эта лекция является сборником, эта книга является сборником лекций, прочитанных Шрилой Прабхупадой в 1973 году в начале. Wherever Srila Prabhupada would travel, usually he would give a morning lecture for approximately 30 minutes from Srimad Bhagavatam. Куда бы ни приезжал Шрила Прабхупада, он обычно утром всегда читал лекцию по Шримад Бхагавату, которая длилась примерно минут 30. And at this particular time, in the early part of 1973, he was speaking from first canto on the prayers of Kunti. И как раз в этом начале 1973 года Шрила Прабхупада читал лекции по первой песне Шримад Бхагавата по разделу, который называется «Молитва царицы Кунти». And it just so happened that this particular time was also the time when I was becoming more actively involved in Srila Prabhupada's mission. Так случилось, что как раз в это время я начал принимать все более активное участие в миссии Шрилы Прабхупады. And I didn't become a full-time resident of the temple until the latter part of 1973. В то время я еще не жил в храме, а я переехал в храм позже, в 1973 году. But I started visiting in late 1972, and in the early part of 1973 is when he was giving these lectures. Я стал навещать храм в 1972 году, и как раз в начале 1973 года прозвучали эти лекции Шрилы Прабхупады. And unfortunately, I wasn't able to be personally present in his lectures. К сожалению, мне не довелось лично присутствовать на этих лекциях. He was giving a lot of these lectures in Los Angeles at the time. Потому что большая часть этих лекций прозвучала в Лос-Анджелесе в то время. And I was a guest who was visiting the Boston Temple on the other side of the country. А я как гость приходил на программу в храм в 1973 году в Бостоне. Бостон располагается на другом побережье Соединенных Штатов. And but at those times when Srila Prabhupada was giving lectures, they would become very quickly accessible to many of the devotees throughout the movement. Но в то время, когда Шрила Прабхупада давал эти лекции, они сразу становились доступны всем и многим членам нашего движения. One devotee was very actively engaged in recording his lectures and then putting a little cassette tape
send them to the different temples. Потому что был один преданный, который взял на себя ответственность записывать все лекции Шрилы Прабхупады, и как только он их записывал, сразу их размножал, копировал на маленькие кассеты и рассылал по всем храмам. But they weren't as accessible as audio recordings are these days. Но эти аудиозаписи тогда не были так же доступны, как сейчас они доступны. These days you can put an audio recording on the internet and immediately thousands of people can have it. Сейчас вы можете загрузить аудиозапись на интернет-сайт, и сразу же 1000 людей получают мгновенный доступ к ней. But in those days, the different temples would get a few cassettes, each temple would get a few cassettes of Prabhupada's recorded lectures. Но в те времена каждый храм получал несколько кассет с записями лекций Шрилы Прабхупады. And most temples also didn't even have a means to duplicate them. They were just those few cassettes. И у большинства храмов не было возможности для дальнейшего копирования этих кассет. У них были эти несколько кассет, и им приходилось довольствоваться. So you can imagine how precious these cassettes were. Поэтому можете представить, насколько ценными были эти кассеты. They were extremely precious, and any devotee who had access to them felt like they were just privileged to be able to have the opportunity to listen to Prabhupada's lectures. Они были настолько драгоценными, что каждый преданный, который получал доступ к ним, мог слушать, считал, что ему несказанно повезло, что он может непосредственно слушать лекции Шрилы Прабхупады на этой кассете. And I was visiting the temple starting in the early part of 1973. Frequently I'd started to come regularly for the Sunday program. И в начале 1973 года я стал уже регулярно приходить в храм на воскресную программу. Like some of you are coming and visiting our Sunday program here. Как некоторые из вас начали приходить и приходят на нашу воскресную программу сейчас. Although I was working, and it's well known I was living pretty much like a hippie. Я работал, и в то же самое время, как многим из вас известно, я жил как хиппи. And I was a product of the 1960s generation in the United States. Я был продуктом этого поколения 60-х в Соединенных Штатах Америки. And I had very, very long hair. У меня были очень длинные волосы. And I was visiting the temple every Sunday, and one devotee took a particular interest in me and started befriending me. Я приходил каждое воскресенье на программу в этом храме в Бостоне, и один из преданных решил подружиться со мной и проявлял дружелюбие. This devotee's name was Keshav Das, who was a senior devotee at the time, even at that time. Даже в то время Кешава Дас, которого его звали Кешава Дас, был старшим преданным. Who had association with Srila Prabhupada. И ему в свое время довелось общаться со Шрилой Прабхупадой лично. And due to our great misfortune, he recently departed from this world just a few months ago. И к нашей великой неудаче, к несчастью, совсем недавно Кешава Дас ушел из этого мира. But he befriended me, and every time I would come to the temple, he was always right there to greet me and talk to me. Но так или иначе он подружился со мной, и каждый раз, когда я приходил в храм, он встречал меня и заводил со мной разговор. And one of the things that I really appreciated about him was that he never really preached to me in such a way of his. He was more like a friend. И что мне особенно нравилось в нем, что он никогда не пытался нам проповедовать мне с положения совершенства, он скорее вел себя как друг. And although I knew very little about Krishna consciousness, and I was doing a lot of things properly that were unacceptable at that time, he never pointed those things out. He always just told me stories about Prabhupada. И поскольку я очень мало знал тогда про сознание Кришны, наверняка делал многое из того, что вообще считается предосудительным сознанием Кришны, или неприемлемо, но он каждый раз просто разговаривал со мной, Шрила Прабхупаде, рассказывал мне истории. And what really attracted me about him was that he was so personal. И что меня очень привлекало в нем, это его личностный подход. And I always felt that I learned a lot just by observing. И я чувствовал, что многому учусь от него, просто наблюдая за тем, как он себя ведет. He didn't have to say anything. All I had to do was observe him, and I could learn so much. Ему даже не приходилось ничего говорить, я просто наблюдал за ним, и уже многому учился. But he gave me some precious gifts, not only the gift of his association, but he also gave me one of these tapes of Srila Prabhupada. Но он дал мне очень ценный подарок, не только свое общение, но также подарил мне одну из этих драгоценных
лекции на кассете, лекции Шрилы And Прабхупады. as I said, in those days, these tapes were not very readily accessible, especially to some long-haired hippie who was visiting the temple. И как я сказал, в то время эти кассеты не были такой вот широкой доступности, особенно они были труднодоступны для таких длинноволосых хиппи, которые приходили лишь время от времени в храм. So at one time he said, "Here, I've got something for you," and he reached in his pocket and he handed me this cassette. He said, "This is a lecture Prabhupada gave just recently." И однажды он сказал мне, у меня есть кое-что для тебя. Он залез к себе в карман и достал оттуда кассету и сказал, вот эта кассета с записью лекции, которую Шрила Прабхупада совсем недавно прочитал. And that was a lecture from the prayers of Queen Kunti. Но как раз лекция по молитвам царицы Кунти. It was from the first canto, 8th chapter, 30th verse. Это была лекция, прочитана стих 30 из 8 главы первой песни. And although I had read Bhagavad Gita as it is, and first volume of Srimad Bhagavatam, I never heard Prabhupada's voice before. И хотя я к тому времени уже прочитал Бхагавад-гиту, как она есть, а также первую песню Шримад Бхагаватам, первый том, но я никогда до этого не слышал голос Шримад Прабхупады. So I took this cassette home, and then every day I would listen to a little bit of it. И я забрал эту кассету себе домой и стал там дома у себя понемногу слушать эту кассету. And although Prabhupada was speaking English, it wasn't easy for me to understand his English because he had an accent that I wasn't familiar with. Я слушал его каждый день, и хотя Шрила Прабхупада говорил на английском языке, но мне понимание его английского языка давалось с большим трудом, потому что у Прабхупады был акцент, к которому я не привык. And I distinctly remember taking the tape and rewinding it and just playing each section again until I understood every word. И помню, что я прокручивал каждый фрагмент этой лекции снова и снова к началу, чтобы я таким образом постоянно прослушивал, чтобы я в конце концов смог понять, о чем Прабхупада говорит, и у меня был понятен смысл каждого слова. And it took me quite some time before I listened to the whole lecture. Таким образом, мне потребовалось довольно долгое время, чтобы прослушать всю лекцию до конца. And I specifically took note of something that I heard in the lecture because I felt it was very relevant to me. И мне особенно врезалась в память одна фраза Шрилы Прабхупады, потому что я счел ее очень актуальной для моего положения. Because Prabhupada was speaking about, in this particular section of the lecture, he was speaking about those who were coming to Krishna consciousness. Как раз в этом разделе лекции Шрила Прабхупада говорил о тех людях, которые только знакомятся с движением сознания Кришны. And Prabhupada said that the material world is always like being in the midst of the ocean. Шрила Прабхупада сравнивал материальный мир в этой лекции с большим океаном, и мы находимся в самом центре этого океана. He said there can always be disturbances created in the middle of the ocean. Прабхупада говорит, что если нас окружает океан, нужно ожидать разных беспокойств от него. And he said as long as we are in the material world, we should not expect peace. И точно так же, говорит Прабхупада, пока мы живем в материальном мире, не стоит рассчитывать на спокойствие. He said therefore one has to become very humble and tolerant of this material world. Поэтому нужно стать очень смиренным и просто набраться терпения, чтобы сносить этот материальный мир с его трудностями. And he said in the beginning, when one comes to Krishna consciousness, Maya, who is an agent of Krishna, will be testing one to see if one is coming to serve Krishna or disturb Krishna. И Прабхупада также сказал, что когда человек приходит в сознание Кришны, тогда в этот момент Майя, которая является представительницей Кришны, будет подвергать такого человека испытаниям, чтобы проверить, зачем он пришел в сознание Кришны, чтобы получать Кришну или чтобы служить. And somehow when I heard that, it just really resonated with me. Когда я услышал эти слова, они отозвались в моем сердце. Because I felt that Prabhupada was speaking directly to me. When in the beginning, when one comes to Krishna consciousness, Maya, who is Krishna's agent, will be testing us. Потому что я подумал, что Прабхупада говорит как раз обо мне, что вначале, когда мы приходим в движение сознания Кришны, мы должны быть готовы к тому, что Майя будет подвергать нас испытаниям. And this was at a time when I was starting to come to the Krishna consciousness. Как раз было то время, когда я сам стал приходить в сознание Кришны в поле света. So I remembered this. Поэтому я запомнил эти слова. There were many other parts of the lecture that I listened to and remembered, but this part really just stood out in my mind. И, конечно же, есть много других фрагментов в этой лекции, которые мне также очень сильно запомнились, но эта фраза особенно выделялась и запечатлелась в моей памяти. And by remembering these words, I felt that I was very equipped, prepared to whatever would happen to me. И когда я услышал эту фразу, я подумал, что она дает мне все необходимое, чтобы быть готовым к этим испытаниям.
Because Srila Prabhupada had already warned me, you're coming to Krishna consciousness, you should be prepared for tests. Потому что я почувствовал, что Шрила Прабхупада меня предупреждает в этих словах. Ты пришел в сознание Кришны, готовься к проверке. And not only did he tell me I should prepare for tests, but he told me who was going to be giving the test. Он не только предупредил меня о приближающихся проверках, но также сказал о том, кто будет эти проверки мне устраивать. And not only did he tell me who was going to be giving the test, but he was telling me why they were giving me the test. Не только кто, но также зачем и почему. And it all made perfect sense. И все то, что он сказал, имело совершенный смысл в моих глазах. Reason, very good reason. Maya is whose servant, who's Krishna's servant, will test on Krishna's behalf. Потому что Майя, она же служанка Кришны, поэтому она будет от имени Кришны проверять искренность мотива. Are you really coming because you want to serve Krishna? Зачем ты приходишь, чтобы служить Кришне? But you have some other motivation that you're coming for, and you simply want to create a disturbance in the society of Vaishnavas. У тебя другие мотивы, которые тобой движут в твоем приходе в движение сознания Кришны, поэтому твой приход принесет просто беспокойство всем другим вайшнавам. And when you become a disturbance in the society of Vaishnavas, you become a disturbance to Krishna. Если ты причиняешь своим приходом беспокойство обществу вайшнав, тогда, разумеется, и Кришне тоже ты причиняешь беспокойство. Because Vaishnavas are very dear to Krishna. Потому что вайшнавы очень дороги Кришне. So, I felt really strengthened. I almost felt, what's the word, protected. Потому что и я чувствовал, что эти слова придали мне силы и дали мне защиту. Felt like I was actually given an inoculation to protect me from some disease. Эти слова были как будто вакциной, прививкой от этой болезни. And gradually, I started getting more involved in the temple, and then a few months later, I decided to move in. Постепенно я стал принимать все больше и больше участия в храмовой жизни. В конце концов, переехал через несколько месяцев. And there were definitely some disturbances along that path until I moved to the temple. И, конечно же, на этом пути, на моем пути перемещения в храм были определенные беспокойства. Because externally, I was deeply involved in many affairs of this world, and I had to gradually extricate myself from those affairs. Потому что с внешней точки зрения меня по-прежнему держали очень многие, так сказать, узы в этом материальном мире, я был связан с ними, и поэтому мне нужно было постепенно как-то себя освободить и распутать. And that was a test in itself, but it really wasn't that difficult. И само по себе это уже было для меня испытание, но не таким уж сложным. As I told devotees at other places, and I'll share with you, the most difficult attachment I had was to my dog. И самое большое испытание из этих всех, которые мне пришлось перенести, это была моя привязанность к моей собаке. I had a girlfriend, I had a guitar, I had many other things that most hippies have, but it was the dog that was really attached. У меня была еще подружка, у меня была гитара и много других привязанностей, которые обычно живут люди в обычном течении жизни, но из всех них самое сложное для того, чтобы оставить, была собака. And because I used to think that, well, this dog is dependent on me. Потому что я думал, что собака от меня зависит. And I have to take care. How can I just leave her? I can't bring her to the temple. Я же не могу эту собаку с собой в храм взять, и как я могу ее оставить, если она зависит от меня? So it was very, very difficult for me to sever my connections with the dog. Поэтому мне было очень сложно отрезать свою привязанность к этой собаке. And my godbrother Keshava, who was preaching to me, he knew this, although he never said anything. И мой духовный брат Кешева, который мне проповедовал, он знал об этом, хотя мне ничего не сказал. In fact, every time I would visit the temple, not every time, but a lot of times, he would always go to the window and say, "Where's your dog?" На самом деле, очень часто, когда я приезжал в храм со своей собакой, она оставалась внизу, и он подходил к окну, здание была ветрая собака. So I'd say, "Oh, she's probably on that side of the temple." И я говорил, она вот с той стороны здания похожа. He would go to the window and start throwing chapatis out, И он подходил к окну здания и дал этой собаке чапати. feeding her chapatis and saying, "Next life, human birth." Он кормил ее чапати и говорил, вот в следующей жизни родишься человеком. It's another reason why I was so close friends with him. Prabhupada used to give the expression, "Love me, love my dog." И это еще одна из причин, почему наша дружба с ним была такой прочной. Прабхупада объяснял, что если хочешь любить меня, люби мою собаку. Prabhupada used to use that as an example that the spiritual master is Krishna's dog. Прабхупада приводил это как иллюстрацию тому факту, что
духовный учитель, он как собака Кришны. So if you do something for the spiritual master, you become very dear to Krishna. Если вы делаете что-то приятное духовному учителю, то Кришну, то вы становитесь очень дорогим Кришне. Just like someone who has a dog, if you approach them by doing something for their dog, you immediately become very dear to the owner. Например, если кто-то выгуливает свою собаку и что-то хорошее и приятное делает для собаки, то хозяин собаки сразу у вас влюбляется. So that's another reason why I felt such a strong bond with Keshava, because he was always giving my dog prasad. Это еще одна из причин, по которой я питал такую привязанность к Кешаве, потому что все время кормил мою собаку и заботился о ней. And because he knew I was attached to this dog, he said, you know, why don't you go to New Vrindavan? И поскольку он знал, что я привязан к этой собаке, однажды он мне сказал, почему тебе не поехать в Новый Вриндаван? And New Vrindavan is a big farm and there's dogs there. You keep your dog. Потому что Нью Вриндаван это ферма, и там много собак, и ты можешь туда с собакой поехать и оставить ее у себя. Because I was thinking, you know, how can I give her up? She's dependent upon me. Потому что я думал, как я могу свою собаку бросить, она от меня зависит. So he knew that. So he said, why don't you go visit New Vrindavan? Maybe you'll want to stay there. И он поэтому сказал мне, почему тебе не съездить в Новый Вриндаван? Может быть, это понравится, и ты захочешь там остаться. So, I think it was sometime around June of that year, I decided to just go to New Vrindavan and move there. Похоже, это был примерно июнь 1973 года, поэтому я решил поехать в Нью Вриндаван. And when I arrived in New Vrindavan, I told him, I said, you know, Keshava, everybody knew Keshava. He said, Keshava told me I could come here and I could bring my dog. Я приехал в Нью Вриндаван с собакой и сказал, ну вот Кешава, а все Кешаву знали очень хорошо. Я сказал, вот Кешава сказал мне, что я могу сюда с собакой приехать. And they said, oh sure, you can stay here, you can keep your dog, no problem. Мне сказали, конечно, можешь, никаких проблем, можешь здесь, и собаку можешь при себе держать. So then I asked, I said, so what can I feed her? Because, you know, obviously I can't feed her meat. И я спросил у них, а чем можно ее кормить? Понятно, что мясо тут не получится кормить ее. And he said, well, we don't feed any dogs. А мне сказали, мы вообще здесь собак не кормим. You don't feed any of the dogs? How do they eat? И я спросил, озадаченно, как вы вообще не кормите собак, а чем же они And питаются? they immediately pointed to this dog, his name is Muchukunda. И там была собака, которую звали Мучукунда. And Muchukunda only had 3 legs. He lost one of his paws in the threshing machine. Мучукунда, у него было всего 3 лапы, одну из лап он потерял в молотилке. So he couldn't really move as fast as regular dog because he was only had 3 legs. Поскольку он стал только на 3 лапах, он не мог передвигаться так же быстро и проворно, как другие собаки. So they pointed to Muchukunda and said, you see Muchukunda? Does he look like he's starving? Мы посмотрели на Мучукунду, сказали мне, похоже, что он голодает. I said, no, he looks pretty healthy to me, except he's missing a leg. Мне сказал, он говорит, очень здоровым, за исключением этой недостающей лапы, у всех остальных, да, наши очень здоровые собаки. He said, we don't feed him. Мы вообще его не кормим, мне сказали. We don't feed him. Кормите? How does he eat? Как же он в питании себя добывает? He's a dog. Он же собака. That was the answer. Это был ответ. How does he eat? The answer was he's a dog. Я спросил, чем он питается, а мне сказали, он же собака. How do dogs eat? Как же псы едят? They get hungry. Они голодают, то They есть find their own food. они чувствуют голод и находят себе питание. They said they keep all the different creatures out of our gardens. Они таким образом всех этих вредителей прогоняют с наших огородов, They're very busy. и у них очень много Very заданий, healthy. и поэтому они очень здоровы. So it was a shock to me because I was thinking, well, my dog is so dependent on me, and all of a sudden I'm finding out she didn't need me for anything. И для меня это было большим шоком, как я понял, что я-то думал, что моя собака от меня во всем зависит, а тут выясняется, что я вообще не нужен. So this is the first thing I learned in New Vrindavan. Это первое, чему я научился в Нью Вриндаване. I didn't stay in New Vrindavan. Но я там не остался. Anyways, if I get into that, the story will get too big. Если я перейду к описанию этой части истории, то она слишком сильно затянется. But I want to stick to the connection with teachings of Queen Kunti. Я хотел бы все-таки вернуться к нашей связи нашей лекции с молитвой царицы Кунти. So I decided to go back to Boston Поэтому я решил вернуться обратно в Бостон. for many reasons. По многим причинам. And not just because I couldn't feed my dog. Не только потому, что я не смог там питание обеспечивать свою собаку. So I went back to Boston, and in due course of time, I did move in the temple, and I just left my dog with a friend.
И через некоторое время я переехал в Бостон, через некоторое время я перебрался в Францию и оставил мою собаку на попечении своего друга. And I still always remember those words Srila Prabhupada had said. In the beginning, Maya will be testing us to see if we're coming to serve Krishna or to serve Krishna. И я помнил эти слова Шрилы Прабхупады, в которых он говорит, что вначале Майя будет подвергать нас испытаниям, чтобы проверить, пришли ли мы для того, чтобы Кришну беспокоить или чтобы служить. And I also always remembered also something that I heard on a lecture that Prabhupada said. Я также помнил еще одни слова Шрилы Прабхупады, которые прозвучали на его лекции. He said when one comes to Krishna consciousness, he is declaring war against Maya. Прабхупада сказал, что когда человек приходит в сознание Кришны, он объявляет Майе войну. So when you're declaring war against the illusory energy, you have to be prepared for anything in the midst of battle. Если вы объявляете войну иллюзорной энергии, вы должны быть в процессе этой битвы готовы к чему угодно. And I was thinking that moving into the temple was like going right into the midst of battle. Я думал, что переехать в храм, это означает, в принципе, оказаться в самой гуще сражения с Майей. Because at this point, I had just left everything behind. Потому что в этот момент, к тому моменту, я уже оставил все свои привязанности. And I was waiting for Prabhupada's words to come true. But where's my test? Поэтому я ждал, когда же слова Шрилы Прабхупады сбудутся, когда же наступят эти испытания. I was ready. I felt like empowered. Like, okay, Maya, come test me. I know you're coming. Я был готов. Я думал, что вот я полностью во всеоружии и даже думал, ну вот, Майя, давай, чего же ты, я готов тебя встретить. I felt fully prepared. Я чувствовал себя полностью во всеоружии. I knew as soon as the test came out, immediately I would identify it and I would say, oh, you're Maya. Я думал, что как только испытание придет, я сразу скажу, ну, понятно, это же Майя. You'll have no power whatsoever to have any effect upon you. И ты бессильно навредить мне. But there were no tests. Но испытание так и не приходило. And it was actually quite blissful. I was waiting for tests and it just never came. Напротив, я ждал этих испытаний, все было в полном блаженстве, все было очень здорово. And then I started to let my defenses down because I was thinking, you know, maybe I'm not going to get any tests. И поэтому я стал ослаблять свою круговую оборону, потому что подумал, что, похоже, мне не дождаться этих испытаний. But then I started to run into a test, but I didn't recognize it. И вдруг эти испытания наступили, но я вначале их даже не узнал. Because it came a little bit later and I already had let my defenses down. Потому что к тому времени, то есть когда они стали со мной происходить, эти испытания, я уже ослабил свою бдительность. And Maya was coming in, you know what a sucker punch is? A sucker punch is in a fight when you let your defenses down, somebody takes advantage and really comes and hits you right in. It's called a sucker punch. Называется удар в челюсть. В общем, когда вы с кем-то деретесь, и вы выпускаете удар, прям ту самую челюсть. Неожиданно. Any of you have ever been in a fight before, I'm sure you know what a sucker punch is. Если кто-то из вас когда-нибудь дрался, вы уверен знаете, что это такое, когда вы пропускаете удар прям в челюсть. When the person has his defenses down, he's not looking, and all of a sudden you just take full advantage and go. Когда вы расслабляетесь, схватки становитесь таким бдительным, и человек, которым вы деретесь, пользуется этой возможностью, вы открываетесь для удара и получаете удар. So my defenses were down because I was thinking there was no test that was going to come, and Maya came in and caught me off guard. Поэтому я ослабил свою круговую оборону, и думал, уже никаких мне не дождаться испытаний, тестов, и Майя воспользовалась этим и устроила проверку. And the test that I was facing was that it was becoming very difficult for me to get up early in the morning from Mangalarti. Проблема, о которой говорю, это испытание, это то, что мне стало вдруг очень сложно подниматься с утра на Мангаларати. Somehow it was very difficult. Так иначе это было очень сложно. Although in the beginning it was easy, but it started to become hard. Вначале это было легко, но потом стало сложно. And the person who was responsible to wake up all the devotees in the morning, he was a former sergeant in the Air Force. Человек, на котором лежала ответственность, преданный, на котором лежала ответственность за пробуждение всех преданных на Мангаларати, это их подъем, он был раньше сержантом военно-воздушных сил. In Vietnam, actually, he had lost an arm in Vietnam. He only had one arm. Он воевал во Вьетнаме в своей, и там потерял в боях руку, поэтому у него была только одна рука. But he could do with that one arm what most people could do with two arms. Одной своей рукой он мог делать то, что многие люди не могут делать даже двумя. And
he was responsible for getting me out of the sleeping bag. На нем лежала ответственность извлекать меня по утрам из спального мешка. And he also would remember one very famous quote of Prabhupada. Так же, как и мне запомнилась одна цитата Шрилы Прабхупады, ему тоже запомнилась его цитата. And he would remind me about this, И он все время напоминал мне про свою цитату. especially in the morning when it was time to get up early. По утрам особенно, когда мне нужно было подниматься. It was a quote from Bhagavad Gita when Prabhupada says is that one should serve the spiritual master as if in a military spirit. Его любимая цитата из Бхагавад-гиты с комментария Шрилы Прабхупады звучала так, что духовный учитель должен подчиняться так же строго, как в армии. And he would quote that to me all the time. И он все время цитировал это высказывание Прабхупады мне. While he was with one arm shaking me out of the sleeping bag. Когда он одной рукой меня вытряхивал из спального мешка. And then he started to employ other techniques. И потом он стал переходить к другим методам пробуждения. And I don't want to say them all because I don't want devotees to justify themselves and stop using those techniques today. Но я не хотел бы их перечислять, чтобы у преданных не было соблазна их также чувствовать себя полностью оправданными в том, что применение этих методов на других. But back then it was like military fashion. Но тогда это было как в армии. And every morning it was becoming more and more difficult, and I somehow had forgotten what Prabhupada had warned me about. И с каждым днем становилось все сложнее и сложнее, и я как-то забыл о том, что Прабхупада меня об этом предупреждал. And one morning, I remember very distinctly, I took my fist and I hit the floor, and I said, "That's it, that's it, that's it. I can't do it anymore." И я помню очень отчетливо, как одним прекрасным утром я ударил кулаком по полу и сказал: все, с меня хватит, я больше не могу. And that's how I was thinking. That's it, I can't do it anymore. И вот так я и думал: все, с меня хватит. I didn't know what I was going to do. All I knew was I couldn't do that anymore. Я еще не знал, что я буду делать дальше, но я знал точно, что это я больше делать не буду и не смогу. And then right at that moment, it's almost like Prabhupada turned on the cassette in my heart. И в этот самый момент произошло то, что напомнило, как будто Прабхупада включил запись своим голосом в моем сердце. And I just heard those words that Maya is going to test us to see if we're coming to serve Krishna or disturb Krishna. Я услышал очень отчетливо эти слова. Вначале будет много испытаний, Майя будет проверять нас на то, пришли ли мы для того, чтобы служить Кришне или чтобы беспокоить его. And I could hear Prabhupada's words. It was almost like I couldn't distinguish if I was just remembering what Prabhupada's words were, or I was actually hearing his words. It seemed like there was nothing separating them. И мне даже было сложно понять, то ли я помнил так отчетливо об этих словах, они всплыли у меня в память, то ли я действительно слушал эти слова Шрилы Прабхупады в своем сердце, потому что между одним и другим практически не было разницы. As soon as I remembered those words and heard those words, everything just completely changed. Как только я услышал эти слова, все поменялось полностью. All my anxiety just completely went away. Все мои беспокойства немедленно исчезли. And I realized that yes, I can't do this anymore. И я понял, да, я не могу так больше. I can't do anything. Я вообще не могу ничего. Who am I? I'm a tiny little soul. Кто я такой? Я вообще очень крошечная душа, маленькая. Who am I to fight against Maya? Кто я такой, чтобы воевать с Майей? What power do I have to fight against Krishna's illusory energy? Какие у меня вообще силы есть, чтобы воевать с иллюзорной энергией Кришны? If I think I can fight against Krishna's illusory energy, then I've already lost the battle. Что если я думаю, что я могу воевать с иллюзорной энергией Кришны, я уже проиграл это сражение с ним. Because Maya is a much better servant than I am. Потому что Майя гораздо лучше слуга, чем я. She's much more powerful than I am. И гораздо более могущественна, чем я. And all these realizations just start flooding my mind from those words I heard from Prabhupada. Эти слова Шрилы Прабхупады вдруг стали порождать в жизни все больше и больше количество глубокого понимания, которое стало наполнять мое сознание. And it was at that point that I understood what does it mean to accept a spiritual master. В этот момент я понял, что это значит принять духовного учителя. It's not something just theoretical. It's not something just philosophical. It's not something just, that we think it's a good thing to have a guru, like having a pet dog. И я понял, что это не просто какое-то философское упражнение, не просто теория, не просто такая приятная вещь,
что мы себя тешим тем, что у нас гуру есть, как будто гуру это какая-то собака домашняя. Prabhupada even used that example. He says, one should not think having a guru is like having a pet dog. И Шрила Прабхупада как раз такой пример и приводит. Он говорит, не нужно думать, что завести гуру, значит то же самое, что завести собаку. So I realized that accepting the words of the spiritual master means fully depending on him. Я понял, что принять слова духовного учителя означает просто полностью зависеть от них. And that's the source of strength. И вот в этом как раз источник нашей силы. Not my own mental speculation. А не мои умствования. That's not strength. I can't do it alone. И в этом нет никакой силы, в этих умствованиях. И я не могу ничего делать самостоятельно. This is my first really serious lesson of Krishna consciousness. Это был, пожалуй, первый самый серьезный, первый такой серьезный урок сознания Кришны. You know, I had by Krishna's grace also Keshava had given me other lectures. Prabhupada had given at that time teachings of Vaikuntha. По милости Кришны у меня были из рук Кеши, я получил множество других лекций по молитвам царицы Кунти, которые прочитал Шрила Прабхупада. And listening to those lectures was like my daily diet. И для меня эти лекции пошли просто, сделали для меня ежедневной диетой. Bhagavatam gives the example that hearing from the spiritual master is pushti, it's nourishment. Бхагаватам приводится пример, что слова духовного учителя, слушать их слов, они становятся для нас пушти, то есть источником питания. And an example that is given in the Bhagavatam of pushti, nourishment, is that just like when a person's eating, he gets strong. Бхагаватам приводит эту аналогию, говоря, что это пушти или питание, основываясь на словах духовного учителя, можно сравнить с тем проливом сил, который испытывает голодный человек, когда начинает есть. So then, same thing, when one goes on hearing from the spiritual master, reading his books, hearing from the devotees, and listening to Prabhupada's lectures, I felt like I was getting strength. Поэтому, если человек слушает духовного учителя, читает его книги, слушает наставления духовного учителя, лекции его, и слушает слова других вайшнавов, тогда он получает силу, я чувствую это на собственном опыте. And Bhagavatam says, pushti, tushti, pushti, kshudapayo. Tushti means one gets satisfaction, pushti means one gets nourishment, and kshudapayo means one's hunger goes away. Бхагаватам говорит, что такой человек, он испытывает тушти, пушти, кшудапая. Тушти означает, он испытывает удовлетворение, пушти, он чувствует прилив силы, питания. И кшудапая означает, что он избавляется от голода. These three things come for a person who's eating. Эти три результата приходят к человеку одновременно в процессе еды. He gets pleasure, he gets nourishment, and his hunger goes away. Он испытывает удовлетворение, испытывает питание, и его голод удаляется. So, and Bhagavatam explains that this is analogous for a person who's engaged in devotional service. Бхагаватам объясняет, приводит эту аналогию для того, чтобы объяснить, что происходит с человеком, который занимается преданным служением. That his devotion will increase, his direct experience of the Lord's intervention in his life will increase. Его преданность увеличится или усилится, и также он сможет все яснее понимать, как Господь вмешивается в его жизнь непосредственно. And his detachment towards material things will also increase. И также увеличится его отречение от материального мира. Just like a person who's eating. Так человек, который ест. So, everyone has a direct experience what the pleasure, nourishment, and relief from hunger one gets from eating. У каждого есть такой опыт утоления голода, опыт удовлетворения от приема пищи и опыт обретения сил, когда мы едим. These same things happen for a person who's engaged in devotional service, especially by hearing. И точно это же происходит с человеком, который занимается преданным служением, слушая Кришну. Which is the most powerful method for not only cleaning the heart, который является не только самым могущественным средством для очищения нашего сердца, but it's the most powerful method for reawakening our Krishna consciousness. но это также очень самый могущественный способ для пробуждения нашего сознания Кришны. Srila Prabhupada would many times quote the verse from Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада часто цитировал стих из Чайтанья Чаритамриты, How that the what is it? I forgot. Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kamunoi Shravanadi Sutachiti Kori Doi. The pure love for Krishna is eternally situated in the heart of every living being. В этом стихе из Чайтанья Чаритамриты говорится, что чистая любовь к Кришне вечно присутствует в сердце каждого живого существа.
It's already there. It's a natural characteristic of the soul is to love Krishna, love God. эта любовь к Кришне уже есть в нашем сердце, она является естественным качеством и свойством живого существа. It doesn't come from any other source. Ее не нужно извлекать ни из какого внешнего источника. Shravanadi Sutichiti Koriya Mutoy. But as one goes on hearing about Krishna, then what happens is that this natural love is brought out. И что происходит, когда человек продолжает слушать о Кришне, тогда это слушание проявляет эту естественную любовь к Кришне в его сердце сам собой. Just as Srila Prabhupada says in the chanting of the Hare Krishna mantra, he says, this chanting of Hare Krishna is not an artificial imposition upon the mind. Как Шрила Прабхупада говорит, объясняет в мантрах Харе Кришны, что это повторение Махамантры Харе Кришны, пение не является чем-то искусственно навязанным уму. Artificial imposition on the mind is people think that, yes, by chanting Hare Krishna, I'm just artificially imposing some sound, some mantra, repeating, and trying to mesmerize my mind by the sound so that I don't think about anything else. Люди думают так, что повторение Махамантры Харе Кришны это что-то такое, вот искусственно навязанный уму, но мы навязываем этот звук, заставляем его слушать этот звук, и ум приходит в состояние гипноза. И поэтому нам уже не нужно ничем беспокоиться, может быть безмятежным и расслабленным. But the sound of the Hare Krishna Mahamantra is not an artificial imposition on the mind. Но звук Махамантры Харе Кришны не является таким чем-то искусственно навязанным умом. It's a transcendental sound vibration which awakens one's dormant Krishna consciousness. Это трансцендентный звук, который пробуждает спящую в каждом любовь к Кришне. And dormant means it's already lying there in the heart. Спящий означает, что она уже есть в сердце. It's our nature to love somebody. Это наша природа любить кого-то. It's just our nature. Это просто наша природа. Everybody wants it. И каждый хочет этого. Everybody is inspired to experience it. И каждый вдохновлен испытывать это в своей жизни. Everyone is making endeavors to experience. Более того, каждый прилагает усилия к тому, чтобы этот опыт любви пришел в его жизнь. Почему? Because it's natural. Потому что это естественно. It's natural experience of the soul to love. Это естественная природа или естественный опыт души любить. And therefore, Nityasena Krishna Prema Sajakavanoi. Shravanadi Sutichiti Koriya Mutoy. This pure love, which is naturally instinctive within the heart, is brought out by hearing about Krishna, who's the reservoir of love. И поэтому в этом стихе говорится, что слушание Кришны извлекает из нашего сердца эту естественную любовь к Кришне, которая является вместилищем всей любви. Krishna's whose love is unfailing. Любви, которую Кришна никогда не изменяет. In fact, we've been quoting one verse from the first chapter of Bhagavad Gita, where Prabhupada translates the word achyuta as infallible. Мы в этой связи часто цитируем первый стих, вернее, один из стихов из первой главы Бхагавад-гиты, в котором Шрила Прабхупада переводит слово «ачьюта», это имя Кришны, как непогрешимый. This is one of the characteristics of the Supreme Lord, is that he's infallible. Одна из свойств или качеств Верховного Господа, он непогрешим. He doesn't make any mistakes. Он никогда не совершает ошибок, другими словами. Because he knows everything past, present, everything in the future. Потому что он знает и прошлое, настоящее, и будущее, и все остальное. He's all-knowing. Он все знает. He also knows all living beings. Он также знает все живые существа. He's the creator of everything. He knows every single thing that exists throughout this entire creation. И он также творец всего сущего, и поэтому знает все то, что сотворено во всем творении. He knows all living entities. Он знает все живые существа. He's infallible. Он непогрешим. But Srila Prabhupada translates the word achyuta in a different way in this verse. Однако Шрила Прабхупада переводит это слово «ачьюта» в этом стихе по-другому. He says that his infallibility is that he never fails in his affection for his devotees. Он говорит, что слово «непогрешимо» в данном случае означает то, что Господь никогда не изменяет своей любви и привязанности к своим преданным. That he's infallible. He'll never fail to reciprocate affection or to reciprocate love. Это называют непогрешим, означает, что он никогда не откажется от взаимности чувств по отношению к своим преданным, которые проявляют любовь к нему. Therefore, he is the reservoir. Поэтому его называют вместилищем любви. He is the one who can actually demonstrate love to the perfect example. Именно он, и никто другой может продемонстрировать совершенный пример любви. Because the symptom of love is that one is only thinking of one's beloved. Потому что признаком любви является мысль о своем возлюбленном или возлюбленной. And Krishna states in the Bhagavatam, one of the characteristics of his devotees is that my devotee doesn't know anyone but me. И Кришна говорит в Бхагаватам, что
Его преданных отличает одна черта: они ни о ком, кроме него, никогда не думают. And I don't know anyone except my devotee. А я также не знаю никого, кроме них, говорит Кришна. The devotee is always in my heart. И преданный находится всегда в моем сердце, And I'm always in the heart of my а devotee. я всегда нахожусь в сердце моих преданных. Krishna never fails in reciprocating the love of his devotees. Другими словами, Кришна никогда не отказывается от своей любви или от чувства взаимности в отношении к любви своих преданных. And only Krishna can do that. Только Кришна может так делать. Nobody else can imitate. Никто не может подражать ему. Because he is Krishna, the supreme being. Потому что он, Кришна, верховное живое существо. Because he is the seed-giving father of all living beings. Он является отцом, дающим семя всем живым существам. He has a relationship with every living being И simultaneously. поэтому у него есть отношения, одновременные отношения со всеми живыми существами. And because his potencies are inconceivable, И поскольку его энергии и могущество непостижимы, it's not very difficult for Krishna to give his full attention to one devotee. Кришне совсем не сложно отдать свое безраздельное внимание какому-то одному преданному. Simultaneously И отдавать его каждому, to unlimited devotees. отдавать такое безраздельное внимание каждому из его бесконечного количества преданных одновременно. For Krishna, this is not very difficult. Кришне это совсем не сложно. For us, it's difficult. Нам сложно. Some people try. They try to put their attention on different people, different relationships. Некоторые люди пытаются разделять свое внимание, свою любовь между сразу несколькими людьми одновременно. Usually it ends up in some quite heavy competition. И часто это приводит к очень серьезному соперничеству. Although we won't even talk about relationships, we'll talk about putting our attention on two different things at the same time. И даже что говорить про взаимоотношения, даже если мы пытаемся одновременно два дела делать, это очень сложно. One of the common things people like to do these days is drive and talk on the phone at the same time. Например, людям сейчас очень нравится вести машину и одновременно разговаривать по телефону. You can only give so much attention to one thing fully. Однако вы можете только какое-то количество внимания уделять. So maybe some people get away with driving and talking on the phone at the same time, but add a third ingredient and then forget it. Something's going to be lost. Очень ограниченное количество вещей уделять полное внимание. И даже если кому-то дается одновременно говорить по телефону и вести машину, если они попадаются третьей задачи к этому добавить, то, скорее всего, что-то произойдет. We simply cannot put our full attention on one thing simultaneously. On several things simultaneously. Мы не можем одновременно уделять внимание нескольким вещам. For Krishna, this is not difficult. Кришне совсем не сложно. And we read about it, Krishna book, how Krishna was with each and every gopi, and each and every gopi thought she was alone with Krishna. Мы, например, читаем источники вечного наслаждения, книги о Кришне, что Кришна мог одновременно находиться с каждой из гопи, и при этом каждая из гопи думала, что он только с ней. Krishna was with his Kaur friends, each and every Kaur friend is thinking that they have their own individual relationship with Krishna. И Кришна одновременно вступал в взаимоотношения и устраивал игры с каким-то из своих друзей, мальчиков, пастушков, и каждый из них думал, что Кришна играет только с ним. If Krishna can't do that, then what business do we have going back to the spiritual world? Если Кришна не мог бы это делать, тогда вообще зачем возвращаться в духовный мир? If Krishna's already got enough, too many to handle, then how are we going to fit in? Если Кришна уже там на пределе возможностей, там так много уже с кем приходится вступать в взаимоотношения, зачем ему добавлять лишнее время с собой? It's not like, Krishna puts up a sign in the spiritual world and says, sorry, occupancy. No occupancy, we're full. То есть Кришне не приходится вешать на воротах духовного мира знак. Нет свободных мест, извиняюсь. Like going into a hotel, you say, oh, sorry, there's no rooms available. Вообще в гостиницу, извините, свободных мест нет, все занято. So Krishna doesn't have any full occupancy signs. У Кришны даже нет таких знаков, чтобы вешать на дверь, все места заняты. Everyone can come in and have a relationship with Krishna. Каждый может туда прийти, вернуться в духовный мир и иметь свои отношения с Кришной. And the devotee can become so fully satisfied in that relationship, he'll never think of any other kind of relationship. И Кришна, и преданный будет настолько доволен этими взаимоотношениями с Кришной, что других даже не подумает. And Krishna reciprocates that love in so many wonderful ways that the devotee becomes so captivated by that love that he never thinks of anyone but Krishna. И Кришна так искусно откликается взаимностью на чувства преданных, и преданный становится так пленен тем, как Кришна откликается на его чувства, что Кришна, преданный даже не может помыслить ни о ком, кроме Кришны. That's what love means. Это называется любовь. Rupa Goswami defines love. It means to be able to repose all one's affection on one object without ever diverting our attention anyplace else.
И Рупа Госвами так определяет любовь как способность целиком и полностью отдать все свои отношения и чувства одному объекту любви и без необходимости разделять эти чувства с кем-либо еще. That's love. Это и есть любовь. And Krishna is the reciprocator of love. И Кришна очень искусно отвлекается взаимностью такую. He gives himself fully. Он себя целиком отдает в ответ. Because he doesn't simply give something material to his devotees. При этом он не только откликается взаимностью на чувства преданных, давая ему что-то материальное. Because anything that's material is temporary. Потому что все, что материальное, имеет свой конец, это время. It can't satisfy the hankering heart of the eternal soul. И временные вещи не могут удовлетворить запросы сердца вечного живого существа, Who's yearning for permanence in his relationships. который томится чувством необходимости вечных взаимоотношений. Everyone is yearning for permanence, shelter. Каждый томится по этому чувству, по постоянству и по прибежищу в этих отношениях. Something that won't be taken away. То, что никогда не утратится. And to feel so sheltered by that one never thinks of the need for anything else. И мы хотим таких отношений, чтобы мы могли полностью понять в них прибежище и даже не мыслить ни о чем другом. That's the nature of the soul. The soul is looking for that. Природа души, и мы все ищем такого. Because the soul is eternal, and this body is temporary. Потому что душа временна, прошу прощения, душа вечна, а тело временно. And the connections with everything in this world are also temporary. И все связи в этом мире также временны. So Krishna doesn't give temporary things to the soul who's yearning for his love. И поэтому Кришна не отдает душе, стремящейся к постоянному отношению, что-то временное, то есть постоянному отношению к любви Кришны. He may give them something for them to use in his service, but it's because they love him. Кришна может дать такому преданному, такой душе что-то временное, чтобы оно могло использовать это служение Кришне, потому что они любят Кришну. And they'll use everything they have for serving Krishna. И потому, поскольку они любят Кришну, они будут использовать все, что у них есть для служения Кришне. But more than anything, what Krishna gives is his heart. Однако больше, более ценно, чем что-либо, что может дать Кришна, он дает свое сердце. He gives his heart completely. Он дает свое сердце безраздельно. He tells his devotees, "You purchased me by your love. You can sell me wherever you like." И говорит преданным, что вы меня купили своей любовью, поэтому вы можете распоряжаться мной как своей собственностью, продать кому захотите. You have my heart. У вас мое сердце. I'm always in the heart of my devotee, and my devotee is always in my heart. Преданный всегда находится в моем сердце, а я нахожусь в своих сердцах. My devotee is always thinking of me, and I'm always thinking only of him. Мои преданные всегда думают только обо мне, а я думаю только о них. And imagine having someone who's always thinking of your interests. Представьте себе, что это значит иметь такого человека, который все время, такую личность, которая все время печется о ваших интересах. Thinking how to make you happy at every moment. Думаю только о том, как сделать вас счастливым в каждом мгновении вашей жизни. Imagine having a friend like that. Представьте себе, что у вас появился такой друг, Somebody who was every moment was always thinking only of your happiness. который на каждое мгновение думает только о вашем счастье. You wouldn't even have to think about your own happiness. Вам даже о собственном счастье и думать не придется. And Krishna is like that with his devotees so much that the devotees don't even think about their own happiness. И Кришна именно так ведет себя по отношению к своим преданным, настолько, что преданным даже не приходится думать о собственном счастье. They don't even know if they're happy or they don't even know if they're sad. Они даже не знают, счастливы они или грустные. All they know is Krishna. Единственное, что они знают, это Кришна. And that's all that makes any difference to them. И это единственное, что по-настоящему вносит разницу в их жизни. And all they know is that serving Krishna is the most wonderful experience. Я не знаю, что служить Кришне, это самым удивительным опытом в их жизни. I can't get enough of it. I want more. Я не могу этим присытиться, я хочу больше и больше. Just serving Krishna. Вот, служить Кришне. And Krishna actually displays his love for the devotee by giving more and more service to the devotee. И Кришна проявляет свою любовь к преданным, наделяя преданных еще больше возможностей для служения себе. But it's not one way. Но это не односторонние отношения. Krishna also reciprocates and gives something in return. Кришна также отвлекается взаимностью на чувства преданных и наделяет их чем-то в ответ. Gives his heart. Он дает им свое сердце. And therefore the devotee is always experiencing the presence of Krishna with his in his heart. И поэтому преданный всегда чувствует присутствие Кришны в своем сердце. He becomes fearless. Становится бесстрашным. Meditate on the divine lotus feet of the son of Nanda Maharaj, because by meditation upon him, one becomes fearless in this world.
Медитируйте же на эти лотосные стопы, прекрасные лотосные стопы Сына Нанды Махараджа, потому что, поместив эти лотосные стопы в свое сердце, человек обретает бесстрашие. It is the most satisfying gift to obtain. Это самый удовлетворяющий сердце подарок, который вообще можно обрести. But it's not so easy to attain. Но обрести этот дар не так-то просто. It's not a cheap thing. Это не какая-то дешевка. In fact, Bhagavatam states that it was Narada Muni who said to Yudhishthira Maharaj that you're very fortunate. И Нарада Муни в Шримад Бхагаватам говорит Юдхиштире Махараджу: ты очень удачлив. He said, because I see that Krishna is not only your guru, your God, the head of your family, Потому что я вижу, что Кришна не только для тебя и гуру, и Бог, и глава твоего семейства, but he's also your servant. но также твой слуга. He's become your order carrier. Он выполняет твои приказания. Krishna became Yudhishthira Maharaj's messenger and went to the Kauravas with a message on his behalf. Кришна стал посланцем Юдхиштира Махараджа, отправился с вестью к Кауравам от имени Юдхиштира по его просьбе. And he was serving Yudhishthira Maharaj as his messenger. И он служил таким образом Юдхиштире Махараджа как его посланец. And Narada Muni is saying, boy, you're really fortunate. И Нарада Муни говорит: вот вам повезло. Because, yeah, he's guru, he's your God, he's the head of your dynasty, but he's also your servant. Он и гуру, и Бог для вас, и член, и глава вашей династии, но также ваш слуга. He says that Krishna will give liberation quite easily. Он говорит, что Кришна очень легко дает освобождение, But he doesn't give bhakti so easy. но не дает с такой же легкостью бхакти. Because when he gives somebody bhakti, he gives somebody pure devotion, he has to give himself too. Потому что когда Кришна дает кому-то бхакти или чувство преданности, он должен себя также в придачу приложить. That's the characteristic of pure devotion. Это природа чистой преданности. He never fails in his affection to his devotees. Потому что Кришна всегда никогда не изменяет своей привязанности, любви и чувства взаимности по отношению к своим преданным. He never fails in reciprocating the love of his devotees. Он всегда откликается взаимностью на чувства и любовь своих преданных. So when he gives somebody love, he gives himself. Поэтому если он дает кому-то любовь, он дает также и себя. That means when you give yourself, that you're controlled by this other person. Что значит, если вы себя отдаете? Значит, вы целиком и полностью во власти этого человека, кому себя отдали. Now, how often are we prepared to give ourselves completely to somebody? И часто ли мы готовы полностью себя отдать в чьи-то руки? Well, run the risk of, maybe somewhere down the line finding out we made a big mistake. Люди боятся это делать, потому что есть страх, что, может быть, через какое-то время, может быть, даже достаточно долгое время выяснится, что это была большая ошибка. Not only that, but when we give ourselves completely, we find out somewhere down the line that we're trapped and we can't get out. Или когда мы отдаем себя какому-то человеку, то потом в течение времени выясняется, что мы оказались в западне и выбраться из него уже не можем. We're very careful of how much we give of ourselves to others. Поэтому мы всегда очень осмотрительно подходим к тому, сколько себя мы даем другому человеку. And sometimes we won't be so confidential with people that we don't fully trust. И мы не склонны раскрывать свое сердце людям, которым не очень доверяем. We won't tell them everything about our personal lives. It's confidential. Не будем рассказывать все про свою личную жизнь, потому что сокровенные вещи. How often will we just come up to a person that we know only a little bit and start telling them really confidential things about ourselves? Как часто это происходит с нами, что мы человека толком не знаем, потом берем и распахиваем наше сердце и рассказываем про все самые сокровенные переживания и вещи в нашей жизни. No, generally we're very reserved. It's reserved only for confidential friends. Нет, обычно мы очень неохотно это делаем, потому что такого рода откровения предназначены только для самых сокровенных друзей. Somebody who won't abuse the confidential things I tell them about myself. Это только для тех людей, которым можно доверять и которые не злоупотребят всеми секретами, которые я сам про себя расскажу. Well, Krishna is a person. Кришна — личность. And he has confidential knowledge that he shares. И Кришна есть также сокровенное знание о себе, которым он делится с нами. He speaks about it in Bhagavad Gita. Он говорит об этом в Бхагавад-гите. So this is the most confidential knowledge. Он говорит, это самое сокровенное знание. And what is he doing? In this most confidential knowledge, what does he reveal in the most confidential knowledge? И что же он являет о себе в этом самом сокровенном знании? Right in the middle of the Bhagavad Gita, it's hidden between the other ends of the Bhagavad Gita. It's the most. Сокровенное знание таится в самой сердцевине Бхагавад-гиты, скрыто по обоим сторонам предыдущими и последующими главами.
It's hidden in there because so that people won't come in and immediately just go for the most confidential part. They'll have to go through to get to it. Это скрыто там специально с умыслом, чтобы недостойные люди не могли сразу прийти к этому самому сокровенному знанию, чтобы им пришлось для того, чтобы узнать о нем, пройти через все предшествующие главы. So Krishna puts that most confidential knowledge about love himself there within the middle of the Bhagavad Gita. Кришна помещает самое сокровенное знание о себе и любви к себе в Бхагавад-гиту, в центре ее. And he says so many wonderful things that if you offer me a fruit, a flower, a leaf of water with love and devotion, I'll accept it. Кришна говорит в самой середине Бхагавад-гиты, в этой сокровенной части, говорит о себе, что если ты предложишь, например, мне листок, то плод или воду с любовью, я приму его. He says that I'm not envious of anyone, I'm equal to everyone. Он говорит, что я никому не питаю ни вражды, ни пристрастий, ко всем отношусь равно. But whoever renders a little service to me as a friend is in me, and I'm a friend to them. Если человек оказывает мне хотя бы небольшое служение, то он становится моим другом, я нахожусь в нем, я ему тоже друг. Krishna reveals this confidential knowledge about love. Кришна открывает это сокровенное знание любви. So, therefore, Narada Muni says to Yudhishthira Maharaj, wow, it's amazing. You're so fortunate. Нарада Муни говорит Юдхиштхире Махараджу, это просто поразительно, ты так удачлив. Krishna gave you love. Кришна дал тебе любовь. Because when he gives somebody love, he gives himself. Потому что если он кому-то дает любовь, он и себя тоже дает. And when he gives himself, he becomes the servant of his devotee. И когда он себя дает своему преданному, становится его слугой. He's God. Он Бог. He's infallible. Непогрешимый Бог. He's the supreme controller. Высший повелитель. The supreme proprietor. И ему принадлежит все, он высший владыка. His potencies are inconceivable. Его энергия непостижима. How he creates unlimited universes by transforming his energies throughout the entire cosmic manifestation. Как он наполняет этот космос бесчисленными вселенными, трансформируя в них свои энергии. He possesses all opulence in full. И он владеет всеми достояниями, всеми энергиями в совершенной, в высшей степени. Powerful, the most strong, the most famous, the most beautiful, the most intelligent. Самый сильный, самый красивый, самый богатый, самый разумный, самый славный. But even though he's God, he derives his greatest pleasure in serving his devotees. Но хотя он Бог, самое свое большое счастье он черпает именно в служении своим преданным. That confidential understanding about the Supreme Lord can only be understood to devotees. И только преданные могут понять эту сокровенную истину о Боге. To non-devotees, it will always remain a mystery. А для непреданных это всегда останется тайной. They'll never understand it. Они никогда не смогут понять этого. Neither will they ever taste it. И даже не смогут вкусить этот вкус. It's not possible. Ощутить этот вкус это невозможно для них. As long as the heart is still filled with the desires of so many other desires which distract us from these loving relationships. Пока сердце полно различными другими желаниями, которые отвлекают нас от этих взаимоотношений. Rupa Goswami says, Bhukti Mukti Siddhi Kami. No, excuse me. That's not the word. Bhukti Mukti Spiha Yavat Pisachi Hiti Vartati. Bhukti and Mukti, the desire for sense enjoyment and the desire for liberation, they're like two witches which hunt one by the ghost. Рупа Госвами говорит в этом стихе, что Бхукти и Мукти сравниваются с двумя ведьмами, которые держат человека в плену своих чар, как привидения. As long as these two witches are there in the heart, one will never be able to experience bliss of service to Krishna. Мукти это желание освобождения, Мукти это желание наслаждения, Мукти желание освобождения. И пока они находятся в сердце человека, он никогда не сможет вкусить нектар сознания Кришны. Therefore, bhakti requires purification, cleansing of the heart. Поэтому бхакти подразумевает и требует очищения своего сердца. And the heart is cleansed by hearing about Krishna's relationship with his devotees. А сердце очищается, когда мы слушаем взаимоотношения Кришны с его преданными. The heart is cleansed by hearing about pure love. Сердце очищается, когда мы слушаем о чистой любви. Not the false temporary love of this temporary material. Не о временной ложной любви, которая бытует в этом временном материальном мире. That love it can be there also. Этой любви тоже есть место. Without understanding who is the source of love, it's not possible to experience it completely. Однако, если мы не поймем, кто является источником любви, мы не сможем полностью ощутить ее сами. This is the mystery of bhakti. Таково таинство бхакти. And therefore, it's not always accessible to everyone. Поэтому
бхакти не так доступна всем и каждому. Krishna says to Arjuna, he says, Bhakti-yamana bhajanati yavadyasta tatra. This is only by undivided devotional service can you know me as I am, and only then can you enter into the mysteries of understanding me. Кришна говорит Арджуне, что только благодаря безраздельной преданности мне ты можешь понять меня таким, какой я есть на самом деле. Только тогда ты сможешь проникнуть в таинство преданного служения. These are the things Srila Prabhupada speaks about so beautifully in his prayers. И вот об этом как раз Шрила Прабхупада так прекрасно говорит в своих комментариях на эти молитвы. In fact, I was going to read today, but again, I blew it. I didn't read from it. Я собирался прочитать что-то из этой книги, но так или иначе мне это не удалось сегодня. Я так не добрался до чтения. But I was actually speaking about the things that Prabhupada was talking about in this lecture. This is another lecture I had. На самом деле я просто перефразировал то, что говорит Шрила Прабхупада в этой лекции, как раз другой лекции, о которой я хотел поговорить сегодня. Prabhupada was speaking about how bewildering Krishna's pastimes are. Прабхупада говорит о том, как удивительны и непостижимы, как они сбивают с толпы тигры Кришны. And I'll just read the beginning to show you that I've touched upon this point. Я прочту лишь начало его комментария, лишь для того, чтобы показать вам, что я это уже вам пересказал. Queen Kunti is praying to Krishna. Царица Кунти говорит Кришне: My dear Krishna, мой дорогой Кришна, Yasoda took up a rope to bind you when you committed an offense. Ешода взяла в руки веревку, чтобы связать тебя, когда ты проказничал. And your perturbed eyes overflooded with tears, А твои беспокойные глаза наполнились слезами, which washed the mascara from your eyes. которые смыли тушь твоих ресниц. And you were afraid, И ты был испуган. though fear personified is afraid of you. Хотя сам страх, олицетворенный страх, боится тебя. This sight is bewildering. И этот вид, эта сцена приводит меня в замешательство. Prabhupada says in the commentary, I won't read the whole commentary. И Прабхупада говорит в своих комментариях, но я не буду весь комментарий читать. Here is another explanation of the bewilderment created by the pastimes of the Supreme Lord. Он говорит, вот еще один пример того, как Верховному Господу могло привести человека в недоумение. The Supreme Lord is the Supreme in all circumstances, as already explained. Верховный Господь всегда остается Всевышним, мы это уже объяснили. Here is a specific example of the Lord's being the Supreme, and at the same time, a plaything in the presence of His pure devotee. Здесь описывается, как Господь, оставаясь Всевышним, одновременно может быть игрушкой в руках своего чистого преданного. The Lord's pure devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only. Такой преданный служит Господу только из чистой, бескорыстной любви. And while discharging such devotional service, the pure devotee forgets the position of the Supreme Lord. И служа Господу забывают о положении, которое занимает Верховный Господь. The Supreme Lord also accepts the loving service of His devotees more relishably when the service is rendered spontaneously out of pure affection. И Господу нравится, когда преданный служит Ему спонтанно, из чистой любви. Without anything of reverential admiration. Он получает от такого служения больше удовольствия, нежели от служения тех, кто благоговейно преклоняется перед Ним. Generally, the Lord is worshipped by the devotees in a reverential attitude. Как правило, преданные поклоняются Господу с благоговением. The Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, considers the Lord to be less important than himself. Но Господь полностью доволен тогда, когда преданный из чистой любви и привязанности ставит Его ниже себя. The Lord's pastimes in the original abode, Goloka Vrindavan, are exchanged in that spirit. Именно такой дух царит в играх Господа в Его изначальной обители Галока Вриндаване. Friends of Krishna consider him one of them. Друзья Кришны считают Его равным себе. They do not consider him to be of reverential importance. Они не думают, что он заслуживает какого-то особого почтения. Parents of the Lord, who are all pure devotees, consider him a child only. Родители Господа чисто преданные видят в нем лишь ребенка. The Lord accepts the chastisements of the parents more cheerfully than the prayers of the Vedic hymns. И наказание, которое Господь получает от своих родителей, доставляет ему большую радость, чем молитвы из ведических гимнов. Here, Prabhupada goes on. This is, as I said, first canto, 8th chapter, 30th verse. Это вот первая песня Шримад Бхагаватам, 8 глава, текст 30. And Prabhupada goes on in a very wonderful way to describe the characteristics of these pure loving relationships in the spiritual world. Прабхупада продолжает свое удивительное описание характеристик качеств любви, которые царят в духовном мире между преданными и Кришной.
that are accessible to the devotees simply by hearing about them. И эти чувства доступны преданным, просто слушая их. Because the more we hear about them, the more the heart becomes clean. Чем больше мы слушаем о таких взаимоотношениях, тем больше очищается наше сердце. The more the unwanted obstacles which are obstructing our pure expression of love to Krishna become washed away from the heart. И тем больше все эти нежелательные препятствия, которые мешают нашему свободному выражению любви к Кришне, смываются из нашего сердца. The more we get nourishment, тем больше мы получаем питание, strength, силы, feel satisfaction, чувство удовлетворения. and we see that our attachments, they begin to decrease. И мы начинаем видеть, как наши привязанности постепенно уменьшаются. These are the lectures that Prabhupada has given, not only in 1973. Это лекции, которые Прабхупада прочитал не только в 1973 году. But he's given to all of us, and we can all take advantage of them. Тогда, но он на самом деле дает их всем нам сейчас, и мы все можем воспользоваться ими. Hearing about pure love is the hankering of the soul. Слушать о чистой любви является жаждой, которую испытывает душа. And until we desire to develop an urge to hear about it, we'll have to hanker for the false temporary love of this world and be perpetually disappointed. И пока у нас не разовьется настоятельной потребности и жажды слушать о таких отношениях в духовном мире, нам придется развивать себе жажду слушать о вечных временных взаимоотношениях в материальном мире, которые будут приводить снова и снова к разочарованию. This is Prabhupada's gift. Это дар Прабхупады. For anyone who sincerely wants it, it's here. И каждому, кто искренне хочет получить этот дар, он доступен здесь. Just like Lord Chaitanya, he took away all conditions in this age. Как Господь Чайтанья, например, снял все условия ограничений в этот век. Previously, Krishna said, first you surrender unto me, and then I'll deliver you. Вначале Кришна сказал, что только ты предайся мне, что потом я тебя освобожу. Lord Chaitanya took the condition away. Но Господь Чайтанья снял это ограничение. He said, simply take it. Он сказал, просто прими. And that's what Prabhupada has given us. И это то, что дал нам Шрила And Прабхупада. all he's saying is, just take. Единственное, что он говорит, просто прими. Take your medicine. Просто прими это лекарство. Take your daily diet. Прими этот свой хлеб насущный каждый день. Become strong. И стань сильным. Become joyful. И стань радостным. Your hunger will go away. Твой голод будет удален. It's all here. Все, что нужно, здесь уже All you есть. have to do is just eat. Все, что мы должны делать, просто есть. Just like a person who's hungry, he eats. Человек, который голоден, ест. So in the same way, a person who wants to make spiritual advancement, he relishes Prabhupada's words. Человек, который хочет точно таким же образом, человек, который хочет продвигаться духовно, должен испытывать наслаждение их слушанием. And then we will find again and again and again that Prabhupada not only saves us once, but he will always save us. И мы обнаружим тогда, что это будет случаться с нами снова и снова и снова. Шрила не просто спасет нас однажды. Это спасение будет происходить постоянно. Because he's given us everything we need to be saved. Потому что Прабхупада дает нам все, что необходимо, чтобы спастись. And to go back home back to God. И вернуться обратно в духовный мир, обратно к Богу. Thank you very much. Большое спасибо.